Еще Кабалевский говорил о том, что музыка держится на 3 китах: песня, танец и марш. Что касается танцевальной музыки, вообще мне кажется, что татарский слушатель, он очень консервативен, в принципе. Он всегда привык слушать то, что уже он слышал, или что-то, что очень похожее на то, что он слышал. Это касается и песенной музыки, и особенно танцевальной музыки, потому что танцевальная музыка, она завязана на традициях именно хореографии татарской. То есть это определенного рода свои движения, свои, скажем так, какие-то па, да, квадраты. И даже если мы затронем, допустим, балет, классический балет, для классических танцоров очень трудно было в свое время даже перестроиться на балет «Весна священная» Стравинского, который им казался совершенно неподходящим для танцев, для балета. Это классический балет. А фольклорный танец, который вообще насчитывает там много веков, то есть те движения, те формы, те танцы, которые уже возникли много лет тому назад, они, естественно, завязаны на музыке, и музыка еще сильнее зацементирована вот этими движениями. То есть мы не можем написать татарский танец в размере 5 четвертей или там каких-то ломаных ритмах, или ритмах, несвойственных для татарской музыки. Мы всегда должны придерживаться именно вот тех канонов, чтобы это был татарский танец. Если мы начнем что-то делать другое, то это будет современный танец с элементами татарского танца или с элементами татарской музыки. Здесь именно ставится вопрос, то, что мы хотим на выходе, чтобы это было. И не знаю, на самом деле у нас в Казани есть и коллективы, которые экспериментируют, которые создают что-то другое. Не только такие традиционные танцы, ведь у нас есть и балет «Пантера», с которым я неоднократно сталкивался, и в нашем оперном театре есть какие-то эксперименты. А что касается фольклора, естественно, это какие-то заданные формы, это заданные ритмы, от которых очень трудно куда-либо деться. Хотя и от них, наверное, надо постепенно делать какие-то шаги влево-вправо, экспериментировать.